как только до телевидения пойдет и так далее. Спасибо. Хочу всех пригласить на нашу выставку, окунуться в прошлое и увидеть те достижения, которыми мы по праву можем гордиться. Наглядно показано, как изменилось наше образование. Я могу вспомнить свое прошлое. Я жила как раз в таком доме. Да, было очень интересно. Доброе утро, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас в музейном комплексе «Моя история». Начинаем торжественное открытие мультимедийной выставки «Просвещение. Большие перемены». Иммерсивная экспозиция «Просвещение. Большие перемены», ставшая самой популярной выставкой в Москве на международной выставке-форуме «Россия», в данное время выставка об истории российского просвещения проходит по всей стране в исторических мультимедийных парках. Выставка была создана Фондом гуманитарных проектов по заданию Министерства просвещения Российской Федерации. Выставка представляет собой иммерсивное путешествие из прошлого в настоящее и будущее системы отечественного образования в сопровождении главных героев. Экспозиция иллюстрирует эволюцию системы образования в нашей стране от периода Советского Союза до современной России. В регионах увидят, чем отличаются подходы к региональному образованию в каждом из субъектов, и ознакомиться с тем, как менялись школы и детские сады, и какие возможности открываются сегодня перед детьми и молодежью. Слово для открытия выставки предоставляется заместителю министра Афанасьеву Иннокентию Анатольевичу. Доброе утро. Уважаемые друзья, разрешите мне от имени Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия приветствовать вас на открытии мультимедийной выставки «Просвещение. Большие перемены». Я специально подъехал сегодня пораньше, чтобы посмотреть эту выставку. В общем-то скажу, что эта выставка демонстрирует движение от прошлого к будущему нашей системы образования. Я думаю, что эту выставку будет интересно посетить и ребятам, и их родителям, и учителям. Здесь вы увидите, какими были раньше наши школы, какими сложными и трудными были 90-е годы, и как сейчас совершенствуется наша система образования, и как реализуются национальные проекты по всей нашей стране. Отдельную благодарность выражаем организаторам данной выставки за предоставленную возможность посетить эту экспозицию жителям нашего города и региона. Добро пожаловать на мультимедийную выставку «Просвещение. Большие перемены». Экспозиция разделена на 19 тематических зон. Сначала посетители знакомятся с историей отечественной системы образования, начиная с советских времен. Затем проходят залы «Трудные 90-е» и «Вызовы 21 века» и знакомятся с деятельностью Министерства будущего, где могут подробно понять, над какими задачами работает Министерство просвещения Российской Федерации сегодня и каких результатов планирует достичь
2030 году. Примечательно, что на выставке собран опыт более 40 подведомственных организаций и министерств. В залах урок истории и урок географии и родного языка транслируются различные образовательные материалы. Слово предоставляется начальнику управления образования города Якутска Марии Петровне Петровой. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады тому, что нас пригласили образование города Якутска на открытие этой очень интересной выставки, посвященной самому насыщенному и сложному периоду развития нашего отечественного образования. И примечательно то, что период, который будет показан на выставке, который мы увидим, мы сами его переживали, будучи учащимися еще, учениками, и теперь мы с вами являемся уже в другой ролевой позиции, из учащихся перешли в сторону учителей, организаторов образования, и думаю, что, глядя на эту выставку, мы с вами еще раз увидим и переосмыслим тот путь, который был проделан не только нами, как, скажем, людьми, выросшими в нашем образовании, но и то, насколько динамично развивается и система образования, а вместе с системой образования, конечно, и все наше общество. Мы вспоминаем, что в наше время наглядность была в основном в виде таблиц, в виде каких-то плакатов. Сейчас плакаты уже немного уходят в сторону, да, все очень мультимедийное, насыщенное, яркое. И теперь учитель – это уже не просто тот человек, который хорошо владеет своим предметом, но еще и тот человек, который владеет и цифровыми компетенциями. Поэтому мы с вами всегда в развитии, мы всегда с вами готовы к новому, и в этом есть сила и преимущество и работы в образовании, и самого образования. Поэтому желаю парку успешной выставки. Мы, конечно, тоже все, я думаю, пройдем через эту выставку, и присутствующие здесь, и наши коллеги, которые сейчас на других площадках февральского совещания работают. И, конечно же, очень важно будет привести наших учащихся, и в первую очередь педагогические классы, чтобы они глубже прониклись тем, как учились их родители, бабушки, дедушки, в каких прекрасных условиях учатся они. Но и учителя всегда были, есть и будут самыми главными, самыми нужными и самыми яркими субъектами образования. Так что всем желаю успешной работы и полезного общения. Спасибо. Выставка с самого открытия привлекла пристальное внимание культурной и образовательной общественности страны. В числе почетных гостей ее посетили заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, эксперты педагогических вузов и победители всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Директор года». Основной целевой аудиторией проекта являются школьники и студенты, которые отметили свое позитивное отношение к проекту и оставили отзывы об изменениях. Слово предоставляется директору автономного учреждения Республики Саха-Якутия «Музейный комплекс «Моя история» Дмитрию Ивановичу Соловьеву». Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, что вы сегодня с нами в этот день. Сегодня мы открываем очень важную выставку, которую по заказу Министерства просвещения изготовил и подготовил для вас наш федеральный оператор, Фонд гуманитарных проектов. Эта выставка была открыта 4 ноября в 57-м павильоне ВДНХ в рамках выставки выставки форума «Россия», о котором сейчас очень много слышите. И эту выставку уже посетило порядка 1 миллиона человек. Выставка идет по всей системе исторических парков. У нас сейчас 26 в нашей стране. В прошлом году, в конце года, выставочные комплексы «Россия. Моя история» были открыты на новых территориях. Это Луганск и Мелитополь.
Мы вот эту выставку, открытие ее приурочили к февральскому совещанию педагогов, педагогической общественности, учительского сообщества города Якутска. И я думаю, что это совершенно не случайно, потому что это как бы такой симбиоз, да, провести, как говорится, с пользой время провести свои рабочие совещания, но и ознакомиться с выставкой, которая повествует о всей истории российского образования. Мы считаем, конечно же, что это лучшее образование в мире, и оно и было, и таким остается, и особенно те сдвиги позитивные, которые видим мы сегодня, в наши последние, в наше время, и свидетелями, не только свидетелями, а участниками которых вот этих изменений позитивных являетесь вы. Вот хотелось бы еще раз, чтобы с помощью наших специалистов вы сегодня ознакомились с этой выставкой и поняли, насколько важной вещью, насколько ценный труд вы несете в массы. И, конечно, сегодняшнее образование, благодаря большим усилиям государства, как федерального правительства, так и регионального правительства, делает очень много для того, чтобы личность наших детей, она развивалась всесторонне. Не только получала очень богатые, обширные предметные знания, но и получала такой импульс всесторонней подготовки в рамках и внеучебного процесса, и благодаря нашим преподавателям во время уроков, чтобы они становились настоящими гражданами своей страны, чтобы они любили свое отечество, чтобы они могли реализовать все свои таланты для того, чтобы стать опорой нашей страны в будущем. Я также хотел поблагодарить Аяна Ильича Васильева, директора 26-й школы, который предоставил предметную часть выставки. Это тоже, я думаю, очень интересно будет. Музей, школьный музей. Мы сегодня будем проходить, тоже посмотрим те атрибуты, которые для нас, людей более старшего поколения, являются такими родными. Да? И также хотел проинформировать вас, что в соответствии с решением руководства страны и Министерства просвещения Российской Федерации сегодня на основании решения главы республики мы переходим в систему образования. Сейчас готовятся соответствующие документы. Для чего это делается? В общем-то, мы понимаем, что вот такие исторические парки, это, конечно, в определенном смысле идеологические центры. Идеология — это неплохое совершенно слово. У каждой страны должна быть своя идеология. Наша идеология — это любовь к своей стране, это стремление ее развивать, это стремление жить в этой стране, творить в этой стране, чтобы она была красивой, чтобы она была самостоятельной, суверенной. И все для этого как раз таки нами делается. И поэтому те исторические парки, которые расположены в 26 городах нашей страны, а система постоянно развивается, они будут служить тому, чтобы более эффективно работать вместе с системой образования и реализовывать те задачи, которые сегодня перед ним, очень обширные задачи, стоят. Спасибо вам за внимание. И там еще какой-то текст, да? Хорошо, спасибо. На этом церемония торжественного открытия выставки «Просвещение. Большие перемены» завершается. Приглашаем вас пройти на второй этаж для осмотра выставки «Просвещение. Большие перемены» и выставки, посвященной истории образования, предоставленной Музеем истории школы имени Антонины Федоровны Глушко, школы номер 26 города Якутска, имени Елизаветы Юрьевны Келли-Белли. Музей неоднократно становился призером всероссийских конкурсов школьных музеев. Прежде чем мы пройдем на осмотр выставки, приглашаем всех на общее фотографирование.